И поедем тут, потому что через речку там снизу пройти невозможно. Заскочим, очень будет красиво, здорово. Там у нас поворот на дублер железки. Далее выйдем через пару километров на федеральную трассу обратно. И путь домой. Сегодня у нас основная достопримечательность — это река Зинда, по которой как раз перекаты Кургур идут выше по течению. И вот, собственно, глобальное конструктивное сооружение — это мост через нее. Свежий ветерок здесь, и сегодня замечательный, солнечный, ясный. Наверное, будет жарковато немножечко, после дождя это актуально. И, судя по всему, ветер будет очень быстро. Смазку для цепи никто не взял с собой? Нет, не, у меня есть. С собой? Не с собой, там, где сумки. Шатается, да? Велодрезина здесь. Это да, это специальное устройство для того, чтобы дорожники, мостовики могли обслуживать мост снизу. Работает на педальной тяге, то есть это самый, что есть для нас интересный девайс. Он довольно надежный. Я не знаю, насколько он сейчас действующий, но мы попробуем. И самое главное, я не знаю, сколько он человек выдерживает. Ну, вот, когда вот там будет находиться, это очень страшно, это реально страшно. Но поэтому мы туда не поедем. Мы немножко прокатимся, сейчас каждый попробует попедалировать до берега. И потом обратно. Она сингл-спидная, то есть здесь переключателей, к сожалению, нет. Седло тоже не Брукс, но хорошие топталки зато. Топталки, и по ощущениям где-то это она на 1.3 сейчас стоит. Довольно, в принципе, занятная вещь. Представляю, какие у мостовиков прокачанные ноги, со всей снарягой, там, с инструментом. Опа, пошла тяжело. Значит, мы вошли в зону чего-то страшного. Да? Ну. Воу! Все, устал, да? Ее бы реально подсмазать немножко. И поэтому вот первый год... Ой! Что это было? Страшно, елки-палки. И давай обратно. Шик-шик-шик-шик. По идее, конечно, ее нельзя использовать на техническое, но просто раз уж мы здесь оказались, и раз в жизни имеет смысл это попробовать. Хотя бы просто знать устройство мостов, как бы думают люди, да, как обслуживают мосты снизу, например, подъемник какой-то. Да нет, вот велодрезина, ничего проще нет, чем велосипедный механизм сцепить шестернями. И она спокойненько туда-сюда едет, человек может снизу все это делать. Ну, гениальное изобретение, ну, и вот нам радость вкусная. Да. Вот по этой дороге, по дублеру железки, мы вчера прибыли сюда. Она довольно хорошего качества. К сожалению, не видно ни переезда ее с железными путями, ни Рукхая, ничего не видно, одна тайга. Где-то там проходит федеральная трасса А360, она в километрах в 5, наверное, отсюда. Мы ее тоже не видим, но сегодня наша задача добраться до нее. В реке Минде очень много воды, это нетипично, она обычно более пересохшая, но тем не менее такая она есть. Очень шикарные виды, просто видно на 360 градусов вокруг, вдаль несусветную. Жаль, сейчас немножко облачно, но когда чистое небо или на закате, здесь просто божественные виды. Это просто запоминается на весь зимний период. Можно я перестану снимать? Да.
немножко. Обычно еще кусочек герба остается, но, видимо, сразу слетела и погнулась. Боковая риска монеты видна. Но я думаю, тоже на память дырочку сделать и повесить куда-то как брелок. Ни хрена себе. Подожди, держи так. Нифига она кончилась. Угу. Смотри, монетку успели положить. Где она? А, еще она где? Монетка уже в кармане. Надо как-то. Друзья, мы увидели поезд на расстоянии вытянутой руки, что для нас, жителей, проверка большая. Насладились шикарными видами долины, где в горизонте теряются леса. Мы пофотографировались, получили кучу замечательных фоток. И теперь мы идем завтракать, потому что наша Аня приготовила, как всегда, вкуснючий завтрак. Сергей Борисович остался ей помогал. Сейчас наберемся сил, энергии и оставшиеся 70 километров пролетим вообще незаметно. Вечером мы будем уже сидеть дома, в теплых ваннах, горячих и вспоминать, переживать снова впечатления этого года. Я думаю, что будет. Поезд мы застали, а некоторые даже наверху. В этот момент были. Это бомба. Поезд! Иди к Борисович несет, сам вел. Сзади просто лапы. Почему у меня всех тяжелее? Понабрали двух подвесов. Вот мы и на мосту поднялись на железнодорожный мост. Сейчас мы проедем по железнодорожному мосту. Это, пожалуй, самый интересный на сегодня пункт посещения. И дальше уже у нас будет немножечко грунтовки. М56. Подъем на мост был эпичный, такой прорыв, я бы сказал. Форсирование насыпи, но тем не менее все прошло, как всегда, отлично. Мы бодры. Сейчас мы едем по железнодорожному мосту, который оказался не только железнодорожный, но и велосипедный. У нас третий день пути, мы отлично позавтракали. День сегодня просто замечательный, солнечный, попутный ветер. Мост — грандиозное сооружение, которое позволяет беспрепятственно ходить составом железнодорожным прямо до станции Нижний Бестях. Как выяснилось, это еще замечательное сооружение и для велосипедистов, и просто как место для паломничества экстремалов. Очень здесь красиво, отличный вид отсюда. Сегодня нам предстоит проехать порядка 70 километров до Нижнего Бестяха, и далее на пароме мы переправимся в город Якутск. Думаю, что часам к 9 вечера мы завершим наш трехдневный эпичный велопоход в водный мир, который не такой уж и водный. Опс! Есть там торт, смотри-ка, кердиген. Кердиген даже есть. Ничего себе. И выпила. В поселке Нижний Бестях мы очень оперативно и удачно заскочили на паром. Он почти был готов к отплытию. Нам достались шикарные сидячие места. Хочется еще добавить, что общий километраж составил 230-215 километров. Мы на полпути к дому по реке Лени. В общем, поход понравился. Даже не заметил, как пролетели 3 дня. Ожидали большой дождь, а его не было. Зато было не жарко и не холодно. В общем, едем домой, скоро будем принимать горячую ванну. Сегодня
В сумме мы преодолели около больше 230 километров. Мне понравилось. Спасибо. Что было самое сложное? Самое сложное — первый день под дождем ехать. И преодолеть сразу. Что понравилось? Природа. Еще поедешь? Еще, конечно, поеду. Подготовлю велосипед получше. Поеду. Все-таки подготовка нужна, да? Да, конечно, Хорошая. конечно. Да, согласна. Давай, Скажи, Дима, тяжело ли было ездить с 6 мужиками? Да, кстати, пожалуйста, девушки, красавицы, велосипедистки, спортсменки, пожалуйста, езжайте в наши походы. Мне скучно без вас. Я хочу, чтобы вы тоже были. Пожалуйста. Одной девушкой быть в мужской компании не очень-то тяжело, собственно говоря. Но иногда немножко сил не хватает их догнать. Они же все-таки мужчины, более волевые, более шустрее, вот, более сильнее, чем мы, девушки. Но поэтому мне вас очень не хватает. Давайте к нам в походы. Go!